В октябре 1917 года в многодетной семье крестьянина Мамеда Трапш в селе Кулан-Ирхуа рождается мальчик Михаил. С самого детства он проявляет интерес к всякого рода раскопкам, неважно, идет ли речь об огороде или чем-то еще. Михаил Трапш оканчивает Гудаутскую среднюю школу, затем сельскохозяйственный техникум и уже после поступает на историческое отделение Сухумского государственного пединститута. Первый абхазский профессиональный археолог Михаил Мамедович Трапш с отличием окончил исторический факультет Сухумского государственного педагогического института. Затем поступил в очную аспирантуру при Институте языка, истории и материальной культуры грузинского филиала Академии наук СССР в Тбилиси. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году защитил диссертацию на искание ученой степени кандидат исторических наук на тему «Плановский древний могильник». Участник Великой Отечественной войны Михаил Трапш запомнился человеком скромным и глубоко порядочным. Он был требователен к себе, часто сомневался, и именно потому обычно доходил до сути. Историю своего знакомства с археологом вспоминает ученый Олег Бгажба. 6-летним мальчиком он увидел Михаила Трапш в военной форме. Не знаю, почему-то мне показалось, что он был кавалеристом тогда, потому что у него сабля была, шашка. Значит, вот так мне 6-летнему парню показалось, вот он таким мне запомнился. После его демобилизации и накануне восстановления в аспирантуру, которую прервала Великая Отечественная война. Потом встречался с ним во время раскопок Сухумской крепости в 1956-1957 году. Раскопана она была широкой площадью, вся набережная от нынешнего кафе «Пингвин» до самой крепости, то есть территория римско-византийского Себастополиса. Охватить всю деятельность Михаила Трапш едва ли представляется возможным, отмечали выступающие. Приветственное обращение главы государства Рауля Хаджимба зачитал его советник по вопросам науки и культуры Владимир Зантария. Столетие со дня рождения выдающегося абхазского археолога Михаила Мамедовича Трапш – знаменательное событие в истории отечественной науки, в жизни нашего государства. Крупному ученому кавказоведу принадлежат такие фундаментальные исследования, как памятники колхидской и скифской культур в селе Кулан-Ирхуа, труды, изданные в 4 томах, множество научных статей и публикаций. Конференция, посвященная столетию со дня рождения первого абхазского археолога Михаила Трапш, продлится 2 дня. Ее гостями станут более 50 видных научных деятелей из других стран. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.